Десятки прихожан с самого утра в храме Покрова Святой Богородицы в Сунже встречают Рождество Христово. Праздник, который наполнен светлыми мыслями, чистотой, благодарностью и счастьем. К этому дню каждый из них готовился духовно. Посещают храм целыми семьями, обращаются с молитвой к Богу и ставят свечи. А рождественская литургия традиционно является кульминацией всех рождественских богослужений. Самая честная кровь Твоя, молюсь об Тебе помилуй меня, и прости мне прегрешения вольные и невольные. Я же в слове, я же в деле, же в ведении и неведении, и сподобие неосужденно причаститеся. Праздничные богослужения начинаются в ночь с 6 на 7 января. Христиане вспоминают о чуде явления Сына Божьего в земной мир, спасшего человечество от греха, гибели и даровавшего людям надежду на вечную жизнь. Ключевое событие церковного года напоминает о важности добра в мире, относиться друг к другу с пониманием и проявлять заботу. С поздравительным адресом от главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова верующих поздравил исполняющий обязанности министра по внешним связям, национальной политики, печати и информации Ингушетии Руслан Мизиев. Уважаемые православные жители и гости Республики Ингушетия, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый и радостный праздник несет свет веры, надежды и любви, служит напоминанием о неприходящем значении духовно-нравственных ценностей, которые играют особую роль в истории России, служат опорой нашего общества. Рождественские дни – это время благотворительности и милосердия, благих помыслов и добрых поступков, заботы о тех, кто нуждается в помощи. Желаю вам и вашим близким здоровья, успехов, мира, счастья и благополучия. С уважением, глава Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарипович Калиматов. Руслан Мизиев отметил, что Ингушетия – многонациональная республика. Здесь в мире и в дружбе живут люди самых разных религиозных течений, которые поддерживают друг друга, сохраняя мир и порядок на родной земле. Этот светлый праздник хочу пожелать вам счастья, здоровья и защиты Божьей. И чтобы всегда над вами было солнце. Всем нам мира, всем нам хорошего настроения в этот светлый праздник. И нашим военнослужащим, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, Божьей защиты, и чтобы они вернулись с победой. Спасибо. Мы вас сердечно благодарим за эти искренние слова, и эти пожелания, потому что они адресованы и всем собравшимся, и каждому в отдельности, потому что многие знают и ваше министерство, не только в словах, но и в делах, и в заботе, Спасибо, которую вы проявляете. Поэтому еще раз хочу поблагодарить все руководство республики, нашего главу, за заботу, за сплоченность нашего народа, за труд и на благо нашей республики, и на благо нашего Отечества. Потому что наша сила – это в нашей вере и в предстоянии Богу, пусть каждый на своем языке, но я думаю, что и нашему Небесному Отцу всегда горько, когда предстоящие, молящиеся, возносящие Ему благодарение не находят взаимопонимания между собой. И хочу вас уверить, что наш храм, наш приход, наше священство всегда будет трудиться для того, чтобы свидетельствовать о единстве нашего многонационального народа, нашей республики. Рождество принято отмечать с родными и близкими. Женщины накрывают на стол, посещают храмы и возвращаются домой поздравить свою семью. Друг другу желают самого главного – мирного неба над головой, чтобы дети всегда были здоровыми и счастливыми. Верующие 40 дней держали пост и проводили время в молитвах. Как первая звездочка выходит на небе, значит, мы уже тогда разговляемся и самое. В службу вчера, кто в храм ближе, в храме служба с 3 часов вечера и шла вечерняя, кто дома. Также обряд у нас тоже идет
пост продержали, потом начинаем. Кутя называется каша, вот, ну, узвар, ну, фрукты, или же компот, или компот. Вот. Начинаем праздновать пироги. будете сегодня? Конечно, вот сейчас мы все выйдем с храма, отслужим, помолимся, исповедаемся, причастимся. Это большой великий праздник православия. Пользуясь моментом, я поздравляю всех православных с этим великим праздником. Желаю здоровья, счастья и благополучия всем и всем живущим здесь, на этой земле благодатной, здоровья. Мы готовимся, православные, все к этому празднику очень тщательно. Поздравить хочу всех православных людей нашей России, всех прямо да, вот, пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего нашим православным людям. Еще бы хотел бы момент такой, сейчас много ребят наших находятся на СВО, поэтому не имея разницы вероисповедания, какого там ребята уничтожают этот фашизм, который не добитый нашими дедами. Поэтому всем им ангела-хранителя, чтобы они вернулись к своим родителям, к женам, к матерям, к детям своим. Праздник для каждого продолжится в кругу семьи. Впереди долгие разговоры, планы на будущее и много теплых встреч. Рина Сычуева, Султан Булгучев, Магаз 24.